Наше путешествие подходит к концу. Ребята, хочу спросить, у вас вам понравилось наше путешествие? Да. Что-то как Я вас поздравляю. И хочу передать слово нашему капитану. Мне? Да, даже не буду говорить имя, просто капитан. Да. Круизного лайнера. Ну, вскоре все сравнивали с путешествием на корабле. Я хочу сказать, что недавно в Санкт-Петербурге большой праздник выпускников прошел, алые паруса. И наше путешествие тоже можно сравнить. Мы отплывали с вами от гавани, помните, от квартиры до Можакова, на корабле с алыми парусами. А что такое алые паруса? Это символ мечты. У обычного человека есть одна большая мечта. Это стать счастливым, успешным. Кто как думает. Для кого-то счастье в богатстве, для кого-то счастье в любимой жене, любимом муже, в яхтах и так далее. У поэтов две мечты. Первая – это стать известным и издать большую книгу, которую все читают. А у прозаика три мечты. Первая – стать известным. Вторая – издать книгу, которую будут все читать. А третьей мечте мы не говорим никому, но стремимся к этой мечте. Поэтому я вам буду говорить, какая мечта. Мы с вами на корабле плывем успешно, несмотря на те айсберги, которые плывут к нам навстречу и вокруг нас плывут. Мы умеем так лавировать между ними успешно. Чтобы успешно лавировать, что нужно? Много знать, верить в капитана и учиться мастерству. И скоро мы приплывем с вами на большой остров, где каждому из вас дадут корабль под алыми парусами. Но значит, вы станете сами капитаном этого корабля. И мой совет вам: смело выводите свой корабль в открытое море. Ничего не бойтесь, никакие шторма будут вам не препятствием. И будьте капитанами своей большой счастливой жизни. Все. Теперь слово Артему и молодым нашим команде корабля. Мы традиционно стараемся, да, ну, когда я, по крайней мере, здесь, заканчивать литературный лагерь каким-то представлением, да, для того, чтобы и творчество наших ребят презентовать, и вообще, в принципе, хорошо и весело завершить сезон, завершить работу лагеря. В этот раз народу много, все очень разные. У всех очень разные произведения, много прозаиков, вот, и нам не получилось взять уже готовые работы и как-то их скомпоновать. Поэтому мы за вчерашний день фактически взяли и написали совершенно новое произведение. Называется оно, это миф-детектив, который мы назвали «Читых-Ис». Сразу хочу немножечко предупредить, что, конечно, здесь не надо ждать большого такого серьезного спектакля. Времени на репетицию у нас было совсем мало, произведение получилось большое, вот поэтому мы будем читать с листа. Воспринимайте это как читку. Вот есть или такой, знаете, спектакль-эскиз. Вот. Эскиз, как бы все в рифму. То есть это у нас эскиз спектакля, да, миф-детектив под названием «Читых-Ис». Вот. Мы, конечно, постараемся все сделать очень хорошо и красиво. Да. Постарайтесь, значит, ребятам не пуха. Вот. Ну и что, мы начинаем? Черт, надо говорить. По местам, команда.
Я у искусства отнимаю голос. Оглохнет музыка. И побледнеет краска. Не даст зерна созревший колос. Сломает ритм. Ах-пах. И потеряет чудо сказка. За то, что мед богов напрасно лили, пусть мир людей покинет вдохновение. И лишь достойных духов горных силы подарит музам радость возвращения. Почему не согласовали? Кто разрешил? Кто разрешил? Не смейте мне перечить! Вот ответьте мне, уважаемый, как мы теперь будем выполнять нормы показателей по обеспечению населения, по предоставлению услуг в сфере культуры и организации досуговой деятельности. Нормы! Это вам не риэлтор? Они на самом верху утверждаются. И видите бумагу, вот протокол, решение, постановление, указ. Указ. Вопиющая некомпетентность всех служб. Да от меня-то чего вы хотите? Я человек служилый. Мне нужны четкие указания. Разобраться, разыскать, покарать всех виновных. Девушек. Вот этих. Вернуть к творчеству. Вернуть к творчеству. Ну, что ж, Вот ваша оперативная задача. Да. Слушай внимательно. Музы должны трудиться, еще раз учиться, исполнять весь перечень своих служебных обязанностей. Кто будет вместо них петь, плясать и веселить народ? Извольте. У нас больше ставок не предусмотрено. ну что ж, разрешите приступить к осмотру места происшествия. Приступайте. Немедленно! Поэзия, лишенная чернил, и проза без бумаги. Вот живопись без красок и белил.
и танец без отваги. Похищен голос у певца, актер лишился маски, портрет остался без лица, без чуда наши сказки. Ваше бюрократичество, ваше бюрократичество, причина установлена. Какой-то злодей похитил атрибуты у наших муз, так сказать, душу из них вынул. А без души творчество невозможно. Кто разрешил? Приказываю, чтобы было выполнено. У нас план. У нас план. План у нас. Как я, по-вашему, наверх отчитываться буду? Ну тут сколько ни приказывай, а все-таки без бумаги и чернил писать невозможно. А уж без души-то и подавно. Может, их это от того грант заставить писать? Раньше помогало. Как думаете, поможет? Не поможет. Субсидии не дам. Даже не просите. Думаю, субсидия ситуацию тут тоже не исправит. Не сметь мне перечить! Думать не ваша обязанность. За вас наверху уже подумали. Так что ж прикажете делать-то? Идите вы на все 4 стороны, но ситуацию исправьте. Отправлюсь в путь куда-нибудь, стопой сминая клевер. Пойду туда, где холода. Мой путь лежит на север. Конь. Конь. Конь, ты скачешь по просторам, по лугам, полям, лесам. Ты скажи мне, где-то там сплетены судьбы узоры. Души дев найду ли я, не оставь в беде меня. Хоть ходи по северным лесам, дев дары найти ты не сумеешь. Ты иди, путник, следуя следам, ведущим поднебесью. Спасибо, Конь. Ты ответь мне, барс Востока, здесь у темных вод Байкала не встречал ли у причала дев, похищенных жестоко? Мяу! Нет, на восток идти тебе не стоит. Байкал молчит. Ответ ты не услышишь. Ступай туда, где тучи бродят. Зайди куда-нибудь повыше. Спасибо тебе, барс. Над тобой орел кружится. Ты скажи мне, друг мой вещий, где найти такие вещи, чтобы девам возродиться? Утрату не увидишь в крае южном, но ты хоть вылези из кожи, под облака подняться нужно, но на пути будь осторожен. Благодарю тебя, вещий орел. Волчья стая рыщет всюду, по степям хакасским белым. Волк-вожак, скажи мне смело, где найду то, что мне нужно? Ты не найдешь на западе утраченную душу, но духи рады дать один совет. Надежды не теряй и сердцем слушай. Иди туда, откуда льется свет. Пойду туда, где льется свет. Я между звездами и синью океана, вершины гор, итог моих стремлений. Здесь воздух, как глоток айрана, пьянит и избавляет от сомнений. Где брюхо вспарывают скалы, седым ягнятам облаков, я вижу горные аалы и горных духов тайный кров. Я на твоем стою пороге, хозяин гор, дай мне ответ. Неужто скальные отроги
скрывают свет. Андроутра, я ждал тебя, отважный воин. Лишь протяни ко мне ладонь. Я убедился, ты достоин вернуть утраченный огонь. Ваше бюрократичество. Где вас носило, уважаемый? Надеюсь, с заданием вы справились. И докладную на вас писать не придется, я уже бланк заготовил. Не, ну воля ваша, ваше бюрократичество. Ну задание выполнено. Атрибуты на месте все до единого. Вон, помогите раздать. На премию в связи с нарушением сроков выполнения контракта можете не рассчитывать. Особенно в Иркутской области. Сейчас вернем нашим девушкам трудоспособное состояние. Вот кулачок. Вернули? Всем? Все? Ну, ваша реплика, ваше бюрократичество. Кто разрешил? Не работаю. Почему не согласовали? Почему не согласовали? Почему? Что делать-то? Не работают ваши теории. Эх, надо было все-таки субсидию выписать. Да уже бюджетные деньги-то все распределены. Поздно. Мошенники, гуманитарии, твари треклятые. Что я в отчете напишу, а? Ну, попробуйте хоть раз правду написать. Катитесь вы! На все 4 стороны со своей правдой. А я пойду думать, как к нулю приписку сделать, и чтоб рост показателей показать, пусть и отрицательный. Как думаете? Бывает рост отрицательный? Ну, думаю... Вот видите, он опять думает. А ведь сказано, не его это дело. Проваливайте уже. Так, вот это попадос. Вот чем кончается интрига детектива. В случившемся виновен бюрократ. Искусство не подвластно директивам. А музы только сердцем говорят. Не сметь мне перечить. Что вы себе позволяете? Люди добрые, я свою работу делаю. Да ладно ты, не обижайся. Действительно общее дело делаем. А как его поправить? Вот сейчас и выясним. Дух гор, направь на путь, как жизнь искусству нам вернуть. Вернуть искусству мощь его былую поможет свет любви и доброты. Тебе открою истину простую. Свершится все, коль помыслы чисты, и одарит любовью край священный, и солнце луч укажет верный путь. Ступай за ним туда, где ось вселенной, чтоб душу творчеству вернуть. О, горный дух, хотим мы знать, где это место отыскать.
Есть сакральное место, где звезды так близко, что возможно на них дотянуться рукой, где в волшебном сиянии лунного диска серебристые травы склоняются низко, где, напившись воды родниковой аскизкой, колдовские туманы плывут над рекой. Там находится главная ось Айкумены, созидающей силы великий исток. Мысль я эту считаю единственно верной, непреложной, незыблемой и неизменной. Лагерь Кюк – это истинный центр Вселенной, средоточие силы, небесный чертог. Заработали, заработали. Надо их теперь проверить. Проверить. С кого начнем? О, муза танца. Приступай. А вы чего сидите? Расступитесь, расступитесь. Да. Давайте. Ой, какая радость. Play. Ай да молодец! Для вас танцевала Наталья Мамышева и группа «Музы в медузах». А
А сейчас стихотворение собственного сочинения для вас исполнит поэтическая группа Леруа Мерлен. Лера и Маря. Страху и сомнению вопреки вынул душу начисто из тела. В театр он решил ее вплести, лицо накрасив кремом белым. На сцене силой наделил любое слово, не скрывал он суть. Внушал он чувства, наградил их жизнью, в том и путь. Страху и сомнению вопреки людские души запер он в театре. Не акта 2, а может быть на 3, не отпуская даже на антракты. Актер на сцене умирает, а зритель следует за ним. Театр навсегда тебя пленяет, над ним бессмертный миг. А мы благодарим Леру и Марию, и на сцену приглашается похититель женских сердец, единственный в литературном лагере обладатель красной панамки Илья Кремляков. Это я. Спасибо за возможность выступить. Стихотворение Саши Черного. Любовь. На перевернутый ящик села худая, как спица. Была девица. Рядом плечистый приказчик. Говорят, говорят, в глазах пламень и яд. И вот-вот она в него зонтик воткнет, а он ее схватит за тощую ногу и, придя окончательно в раж, забросит ее на гараж через дорогу. Слава Богу, все злые слова откипели, заструились тихие трели. Он ее взял, как хрупкий бокал, деловито за шею. Она повернула к злодею свой щучий овал. И 3 минуты он ее лобзал, так что камни под ящиком томно хрустели. А потом они яблоко ели. Он куснет, а после она. Потому что весна. Спасибо. Выступает заслуженный фотограф лагеря, муза прозы и по совместительству поэзии Анастасия Романовна Литвинова. В дожде я чувствую запах свободы. Жизнь ощущаю в благоухании цветов. Люблю смеяться под знание погоды и плакать под чистотой облаков. Попробуй оглянуться вокруг. Серость красок лишь только в тебе. Ведь кто-то давно пустил глупый слух. Знай, мир прекрасен не только во сне. Впервые на сцене литературного лагеря орел нашей литературной эстрады Наир Андар. Хабар болған болсынса, қарадар күлбес чырайлығын. Хостық шәлден болсынса да, хойду тем сарилығын. Будьте просто безупречен. Не приносил бы зла никогда. Будьте безгранично свободен, соблюдал бы законы всегда. Аплодисменты, а сейчас мы объявляем минуту музыкального волшебства и приглашаем на сцену Айму Баргаякову. Так
Sonai mahti istelator Şidi bastır köktas hıl Şiir üstünde kölgerip dur Şarih kölig dağbarım Şitonay mahti köglep dur Olsun. Эх, вдохновили вы меня. Я тут стишок накропал, можно прочту? Может, не стоит? Не возражать! Стишок. Вода под солнцем серебрится, над скалами кружится птица, утес причудливый стремится наверх к степенным облакам. Вокруг него мелькают звезды, эпохи вьются словно гнезды, и не подвластен он векам. Века ржавеют, будто гвозди, и не подвластен он векам. Неандертальцев моют кости, микрорайонов строят грозди. А он прекрасен, как тогда, утесу волк бегущий снится, вода дождей сквозь склон сочится. Сейчас и завтра и всегда утесу поклонялись лица. Не только бронзового века на камне высекали лица. Коня и барса. Год 10-й. Здесь Вася был и 5-й А. Поэтов были здесь пенаты. Здесь замирали поезда и выбегали из вагонов смотреть на горные хребты. Девчата в платьицах шелковых. Утес все помнит, чтобы ты проникся всем его величием, его спокойной простотой, и на душе, что трелью птичьей разлился праздничный покой. Да будет так. Что-то не хватает. Ах да, песни. Как же без нее отчет-то оформить? Ну, зажигай. Эй. Что у нас? Отец. Все, стойте. Все, без тебя никак. Все. Небо мне однажды расскажет о том, что было важным в моей судьбе. И тогда откроются тайны миров, останутся свет и любовь, а беды сгорят во тьме. Но нам не дано, сейчас не дано понять, лишь только принять. Ты мечту сохрани, за ней продолжай идти, за светом идти. Не грусти, о прошлом его больше нет. Живи сегодня, живи сейчас. Посмотри, как солнце нам дарит свой свет, и многие тысячи лет сгорает, спасая нас. Но нам не дано
найти. Небо мне однажды расскажет о том, что было важным в моей судьбе. Взяли за ручки. И поклон. Я еще лет 15 буду, не меньше. Кандидат биологических наук, главный редактор журнала «Азарт», переводчик, песни Ханстен Р. Но вы тоже можете, между прочим, отвечать-то. Вы тоже у нас участники этого лагеря, наверное. Максим. А фамилия у него как? Звейкин. И это правильный ответ. Чай. Сертификат. Сладкий подарок. Персональный подарок от Виталия Козласова. Надо тоже повыше стать. Так. Строгий методист, чуткий организатор с обаятельнейшей улыбкой. И в красивом платье. Да. Татьяна. Баева. Муза! Да. Где он его носит-то, Игоря Мамыша? И это правильный ответ! А кто угадал? А кто гадал? А кто угадал? Всегда и кто угадал? Вот давай. Они стоят, помалкивают, скромничают. О, луга. Руководитель школы молодых литераторов Шмель. Автор книги Кирилл и Мефодий. А, да! Да, такая! Чай, конфеты. Так. Самый заботливый и внимательный член команды, чей тонкий стан виртуозно лавирует между участниками литературного лагеря. Самый заботливый и внимательный член команды. Я бы встал, но это не я. Чей тонкий стан виртуозно лавирует между участниками. Конечно! Это правильный ответ. Про Наталью Марковну мы уже сказали. Игорь Филиппович, давай быстрее, быстрее. А, сейчас он ей стихи зачитает еще. Сижу в ночи, не в силах дрожь унять. Мне плед не помогает, как ни странно. И как ни странно, вновь хочу летать. За твой талант мужчину вдохновлять. Тебе спасибо, милая Татьяна. Сейчас где? А шоколадки где?
Мне? Ушла. Это наш? Наталья Марковна, вы почему все время молчите? Потому что я все знаю. Ну вот теперь к вам ответ. Как зовут директора Дома литераторов? Какая? Ладно. Сертификат наставника юбилейного литературного лагеря. Сладкий подарок. Держите. Если не верите, что был такой вопрос, можете даже посмотреть. Так. С нами вот каждый год вместе, вот когда мы вот приезжаем, да, к нам с большим теплом, с приветствием встречает Виктория Кимовна. Она и в горы заведет нас, и в тупики заведет. Виктория Кимовна, примите от нас сладкий подарок. Мы очень надеемся, что будем дальше сотрудничать. Вы у нас на Скидской земле, ой, на Казановской земле, а это тёльский чай. Да, и что-то подозрительное. Мы уже сколько дней тут живем. Вот. Наше издание «Сладкий подарок». Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Она в тупик заведет, потом мы ей должны дань заплатить, а она оттуда нас выведет. Давайте нас Ой, боюсь уже говорить. пару слов сказать. Ну, действительно, уже который раз с вами встречаемся, и отрадно видеть, что среди молодых литераторов появляются новые лица. Я хочу вам пожелать дальнейших удач, творческих вот таких, понимаете, прорывов, и чтобы я потом могла с гордостью сказать: а я этого литератора видела вот так, вот так вот. И, пожалуйста, мне автограф на вашем романе или повести, или сборнике стихов. Ну а хочу пожелать наставникам, чтобы у вас все больше и больше было таких талантливых ребят, чтобы они прославляли своих наставников, ну и всю Хакасию, и не только Хакасию. Приезжайте еще, какой-нибудь тупик найду для вас. Действительно, всегда новые и новые. И наш надежный партнер, который встречает в уютных юртах, благоустроенных, понимаете, с таким элитным постельным бельем, когда у каждого есть по 2 полотенца, и идем в душ, да, горячая холодная вода, пришли, нас накормили, арага налили. Ой, спасибо большое вам. Это вам. Нет, да. Мы вообще думаем, наверное, вам тут библиотеку надо заводить. Наверное, да. Мы же сюда не зря приезжаем, да? С автографами, да. Да, ну да, пренепременно. Я кое-как дождалась своей бюрократической части. Все ваши выступили. 10-й у вас, 10-й юбилейный, а для нас он юбилейный. Надежда Афанасьевна у нас 3-й раз. Да. Поэтому мы благодарны. Я, что ли? Литературный лагерь. Литературным лагерем, Да. конечно, но в вашем лице, потому что организатор выступает. Я же бюрократ. Ну, Бюрократы всегда рады. И все в красных платьях сегодня, видимо, как раз и в синих тоже. да, поэтому от хозяйки юрточного комплекса, от Ольги Руфимовны Головкиной, хозяйки литературного лагеря, повару этой литературной кухни, желаю благодарственное письмо за долгое сотрудничество и желаем так, чтобы вы продолжали варить своих литературных, так сказать, изделия и продолжали с нами сотрудничать еще лет 10. Мы вам будем всегда рады. Хорошо, Поэтому вы хорошо. сегодня всем сертификаты вручили, это вам сертификат от нас.
Спасибо большое. Котик, стой тихо. Вот так надо рисовать. Ага. Все, ну что? Ты же уже я очень рада, что у нас всегда в составе есть прозаики-поэты, да, и пишущие на хакасском и на русском языке. Это очень хорошая смесь. Были мысли отделить пишущих на хакасском языке и пишущих на русском языке, чтобы окунуть их, вот именно каждого из них, в тот язык общения, чтобы только вот на том языке, на котором они пишут. И мы поняли, что подумали, неправильно это. Вы должны быть вместе. И сегодня мы увидели себя, увидели своих начальников, которые нам субсидии не дают. Да. Ага. Ну, красавчик. И истерику. И тахпахи, и танцы, и художников. Это, получается, мы до того богаты, потому что писателя, профессии писатель в реестре профессий нет. Но писатели, они же есть. И все они у нас, кто юрист, кто у нас филолог, кто у нас биолог, а кто-то методист дома литераторов. Дай Бог, чтобы таких домов литераторов было больше в регионах. Вот особенно в Туве мы желаем, чтобы у вас появился все-таки вот такой вот дом литераторов, который будет на субсидиях государственных. Ну все, уступаю место Чечене Мандановне. Я хочу подарить свои книги. Как раз хотела сказать, что здесь надо открыть библиотеку. А убежала. Сейчас придет. Тогда я нашей уважаемой нашему экскурсоводу хочу подарить свои книги. Спасибо. Огромное вам спасибо за прекрасные экскурсии, познавательные и все такие вдохновляющие по горам. Главных успехов творчества. И вам тоже. Большое вам спасибо огромное. Так, сейчас, пока хозяйка не пришла, я хочу прочитать вам стихотворение. Стихотворение мною написано весною, когда я приезжала к своим друзьям на презентацию. Но это все равно относится и к нашим друзьям. Оно переведено на русский язык моей подругой, член Союза писателей России, московской поэтессой Татьяной Селезневой. Стихотворение называется «Спасибо, Хакасия». Солнцем улыбается Хакасия, обнимая ласково гостей. Каменная женщина прекрасная дарит семьям счастье и детей. Май в разгаре, время жить рассветами. Все деревья дышат и цветут. Яркие наряды разодетые, верные друзья встречать идут. Я к вам в гости прилетела птицею, дал вам просто сеть из ваших рук. Вас приветствую весеннюю синицею, вас, своих друзей, своих подруг. Много дней мы с вами не встречались, много дней не виделись, друзья. Говорили, пели, обнимались мы. Жаль, остановить часы нельзя. Изучали прошлое внимательно, наших общих предков, общий род. Я вернусь, друзья, к вам обязательно, мой любимый родственный народ. Знаю я, за звонкими саянами братская Хакасия лежит. Вам, друзья, желаю процветания, нашей дружбой вечно дорожить.